Всем привет! Сегодня я хочу поговорить об игре VET, и уже в ее названии кроется какая-то двусмысленность, потому что игра про девушку, и тут VET, но вы не подумайте, это не игра из разряда Алари и тому подобного, это слово, скорее всего, переводится как мокруха, то есть что-то такое блатное, связанное с убийствами. Ну и теперь я хочу поговорить, как говорится, о самой игре. Игра, в принципе, это довольно стандартный 3D-шутер с видом от третьего лица, но есть пара нюансов, которые выделяют ее на общем фоне. Создатели игры не обладали очень большим бюджетом, и обычно они тогда останавливаются на какой-то своей концепции, которая им кажется инновационной, и начинают эту концепцию развивать, настраивая геймплей. Здесь же поступили ровно наоборот. Не имея никаких собственных свежих идей, взяли по максимуму от других игр уже знаменитых и развили все это. То есть слоумо, прыжки в стиле Принца Персии, какая-то акробатика. Все сделано на ура, очень играбельно, очень интересно. И даже графически игра, например, есть такой пункт, как наш ответ Mad World. То есть там взяли графику, такую мультяшно-комиксовую изобразили. А именно, когда Руби попадает в глаза кровь, это тоже сделано, заскриптована сцена, то все преображается, становится красным, враги Руби черные, то есть очень графично, очень интересно они погибают, как бы размазывается так вот, типа как краска разошлась. И вот это тоже очень интересно. Ну и вообще все концепции интересны. Руби очень крутая девушка, она крутая в диалогах, в сюжетных роликах, она просто круто стреляет, все время находится в движении, что мне очень нравится, потому что во многих современных играх надо отсиживаться в засаде. Здесь же этого не происходит, здесь она постоянно перемещается, прыгает, старается все сделать как можно стильнее. Кстати, за стильность обычно добавляет множитель. Этот множитель позволяет зарабатывать больше очков, восстанавливать жизни, и очки нам нужны для того, чтобы открыть новые умения или проапгрейдить оружие. Если я уже заговорил об оружии, то я расскажу. Руби стреляет с двух рук, и у нее это стандартное оружие пистолеты, все прокачивается. Также есть автоматы, дробовики и арбалеты, которые стреляют взрывающимися стрелами, но на самом деле достаточно пистолетов, потому что уже прокачанные, они превращаются в некое такое ультимативное оружие. Ну и для ближнего боя есть меч. Если сначала им можно попользоваться ради интереса, это тоже так, она довольно симпатично рубит всех, то потом уже становится с этим сложнее, потому что когда она на земле, Руби, в нее легко попадать. Когда же она находится в воздухе и стреляет, включается слоумо, и враги подсвечиваются красной точкой такой, и надо попадать туда, чтобы их выносить как можно быстрее. И вот эта игра, это очень играет игре на пользу. У нее не очень стильная графика, немного неряшливая, такой еще эффект сепи сделан, но это специально как под эффект старой кинопленки, точнее. Но вот когда у вас угол зрения снижается, чтобы лучше выцеливать врага, то сразу все становится на свои места. И действительно интересно, ну, практически вы не замечаете каких-то графических огрех, а только мочите, мочите и мочите врагов. Также хочу сказать, что саундтрек очень сильный у игры. И такая вот музыка какая-то необычная, но очень веселая, позитивная. И ролики очень интересные, такие в стиле, диалоги в стиле Тарантино или Родригеса, что-то вот из такого вот плана. И персонажей очень много, очень продуманных, с интересным дизайном. И вот удручает то, что вот боссов как таковых в игре нету. И этого бы хотелось, как-то это бы разнообразило и интереснее стало. Но, к сожалению, нет. В основном это все решается через QTE, через какие-то такие статичные сценки. И это, пожалуй, главный недостаток. А так игра это крепкий середнячок, играть в который действительно интересно и весело, а не просто вот уныло как-то. Действительно, вот все, что в игре есть, то все отлично работает, и это все работает на игру. Ну и я думаю, за чередой блокбастеров, конечно, которые сейчас пошли, она немного затеряется, но если у вас когда-нибудь будет свободное время, то поиграйте в нее, и я думаю, вы не пожалеете.